Здравствуйте! Вы смотрите программу «Итоги дня» на телеканале «Якутия-24» в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. 15 тысяч доз «Спутника Ви» в Якутию поступила очередная партия вакцины против коронавируса. Как идет прививочная кампания в регионе? ЧП в Нерюнгри. Произошло возгорание на ленточном конвейере в цехе по переработке угля. Ликвидация продолжается. День памяти. Ровно 32 года назад были выведены советские войска из Афганистана. В якутских районах возложили цветы. Награды нашли героев. В Ленске торжественно закрыли год столетия дошкольного образования. Благодарности удостоились воспитатели. В поисках холода воркшоп под таким названием стартовал одновременно в СВФУ и французском городе Рен. Чемпионская династия. Сын шестикратного победителя игр Дыгына Николая Дьяконова выиграл Кубок чемпиона по многоборью. Говорить о полной победе над коронавирусом еще рано. Об этом сказал Айсен Николаев на заседании Республиканского оперативного штаба. За прошедшую неделю у нас ситуация несколько улучшилась. Мы видим устойчивое снижение заболевания. Сократилось количество тяжелых больных. По 1 марта сохраняется масочный режим и основные ограничения по социальному дистанцированию, сказал глава республики. Он призвал не снижать темпов вакцинации от коронавируса. Работа фудкортов и банкетных залов будет возобновлена на территории республики при условии соблюдения всех санитарных мер. Об этом заявила замруководитель регионального оперштаба Ольга Балапкина в ходе брифинга. В частности, возобновится работа фудкортов при условии 50% заполняемости зала и соблюдения расстояния между столиками до 2 метров. Будет разрешена и работа банкетных залов при численности посетителей не более 50 человек, а также букмекерских контор и выставок. Кроме того, снимаются ограничения для предприятий общественного питания. Они возвращаются в свой обычный режим работы, сказала Ольга Балапкина. Что касается заболевших, то за минувшие сутки в Якутии выявили 67 новых случаев COVID-19. Из них в Якутске 29, в Мирнинском районе 12, в Тампонском районе зарегистрировано 6 пациентов с коронавирусом, в Нерюнгринском, Аймеконском районах по 5. По 3 случая коронавируса зафиксировали в Алданском, Усть-Майском районах, 2 в Ленском районе. Ну а всего с начала пандемии обработали 947 тысяч тестов. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент в республике остаются меры, необходимые для самоизоляции для граждан пожилого возраста старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остается масочный режим, режим соблюдения социальной дистанции, а также непосредственно не снят режим нахождения на удаленной работе более 50% от численного состава учреждений и организаций. В Якутию поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции. «Спутник Ви» прибыл в количестве 15 120 доз. В данное время на складах сахафармации идет маркировка этого препарата. После этой процедуры препарат поступит в медицинские учреждения. Репортаж Ульяны Шагиной. Вакцинация в поликлинике Республиканской больницы номер 3 началась по графику в январе месяце. После первого этапа люди записываются и на вакцинацию второго компонента. Таким образом, за месяц привили уже порядка 2500 граждан. Стараемся прививать по специфике нашей больницы граждан старшего поколения, старше 60 лет и, конечно, старческого гериатрического возраста 75 лет. Так, сегодня, задействованы 6 бригад прививочных. Узкие специалисты поликлиники уже начали принимать. Чтобы избежать столпотворения, прием к врачам, в том числе и на вакцинацию, только по предварительной записи через колл-центр либо портал госуслуг. У нас сейчас новая программа ПОС. Мы следим за этим. Когда вакцина поступает, мы эти заявки обрабатываем, назначаем время, дату и пишем им в госуслуги. Им приходит сообщение в госуслугах именно, и уже там будет написано, какого числа, какую больницу, адрес, и все написано, какие документы взять с собой. Только в этой поликлинике на вакцинацию в день приходят примерно 70 человек. Кроме того, организуются выезды в прикрепленные организации. Возле процедурных, а их здесь 3, также спокойно. Заходят по очереди, после вакцинации обязательная пометка в медицинской карте.
Ну, вообще какой-то страх был вот перед тем, как Нет. получить? Как обычную вакцинацию принял. Профилактику прежде всего. Между тем, в поликлинику уже поступила очередная партия однодозной вакцины. Это препарат Гамковид-Вак или Спутник-Ви. Новую партию в эти дни ожидают и другие медицинские учреждения региона. Вся партия проверена на температурный режим. И после маркировки будет доставлена в медицинские организации республики. Напомним, маркировка является обязательной процедурой, с помощью которой идет учет и отслеживание препарата по специализированной системе. На сегодняшний день первый этап вакцинации от COVID-19 прошли более 26 тысяч граждан. Это 2,7% населения региона. Между тем, сейчас перед медиками поставлена задача успеть привить жителей труднодоступных населенных пунктов до наступления паводка. Всего в прививочной кампании задействовано более 500 медицинских работников, 150 прививочных пунктов и 110 мобильных бригад. Ульяна Шагина, Джулус Накентьев, Якутск. В Нерингре произошло возгорание на ленточном конвейере в цехе по переработке угля. На момент прибытия огнеборцев шло сильное задымление. Ликвидационные работы продолжаются. В тушении пожара задействовано 16 единиц техники, 69 человек из числа пожарных МЧС, работников военизированной горноспасательной части и частной пожарной охраны объекта. Горение происходило в отдельном здании. По информации администрации объекта, это не повлияло на технологический процесс предприятия. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К другим новостям. Перепись малого бизнеса в России пройдет в первой половине этого года. Подробности у Агафьи Гоголевой. В этом году Росстатом на всей территории России будет проводиться крупномасштабная работа по сплошному наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года. Перепись малого бизнеса проводится один раз в 5 лет. До этого проводилась в 2011 и 2016 годах. Данные за прошлые года уже устарели, ведь сектор малого бизнеса отличается высокой мобильностью. Информация, собираемая, необходима в первую очередь для совершенствования государственной политики в сфере поддержки и развития малого бизнеса. На территории Якутии должны отчитаться более 10 тысяч малых и микропредприятий. Из них выше 7 тысяч организаций работают в городе Якутске. Благодаря переписи организации смогут проанализировать статистические данные и увидеть перспективные направления в своей деятельности. ИП Семенова Нина Васильевна принимала участие в переписи малого бизнеса в 2010-2015 годах. С тех пор, конечно, сильно изменились данные по количеству работников, выручке товаров и основных фондов. В этом году обязательно участвуем в экономической переписи уже электронным образом через спецоператора. Малый бизнес отличается большой подвижностью. Практически каждый день закрываются одни компании и открываются другие. Бизнес часто перестраивается и меняет виды и параметры своей деятельности. Поэтому новые статистические данные позволят получить актуальную информацию о малом бизнесе в республике. К сожалению, есть много направлений, где вообще невозможно вырасти в продажах. Там слишком сильная конкуренция. И, к сожалению, там невозможно увеличить зарплату для сотрудников, там, прибыль увеличить. Это очень сложно, когда сильная конкуренция. И мы обычно, основываясь на точных данных, даем конкретные советы, что делать для того, чтобы было больше продаж, больше зарплаты и прибыли. Поэтому, как мне кажется, вот такая перепись малого бизнеса поможет для местных предпринимателей делать точные действия для конкретного развития своего бизнеса. Более 40 тысяч респондентов на территории Якутии должны предоставить отчетность с 15 января по 1 апреля через электронного документа оборота или веб-сбор Росстата, либо с 1 марта по 1 мая через портал госуслуги. Агафья Гоголева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Вклад отрасли в экономику России к тому моменту должен увеличиться в 2 раза до 1 триллиона 114 миллиардов рублей. Это станет возможным благодаря комплексной работе по ряду направлений. Речь идет о цифровизации отрасли, развитии механизмов лесовосстановления и создании лесных питомников, также поддержке перерабатывающей инфраструктуры и расширении сети лесных дорог. В электронные трудовые книжки будут заносить основания увольнения. Граждане получат право обратиться в Пенсионный фонд страны, чтобы туда внесли подробные данные до 1 января 2020 года. Сейчас там хранится информация только о стаже работы у конкретных работодателей. Такой закон сенаторы планируют рассмотреть на
пленарном заседании Совета Федерации 17 февраля. Данные из электронной трудовой книжки нужны для исчисления трудового стажа и выплат пособий по безработице. Если закон примут, работник сможет дополнить свой индивидуальный лицевой счет информацией обо всех своих должностях, профессиях, переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения. Власти столицы отчитались о проделанной работе за 2020 год перед жителями Тулагина-Кильдямского наслега. Исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев остановился на экономических вопросах. Так, по итогам прошлого года общий доход города Якутска составил 18 миллиардов 400 миллионов рублей, расходы 18 миллиардов 900 миллионов. Стоит задача увеличить доходы. Это возможно за счет поддержки бизнеса и в целом предпринимательства, сказал Григорьев. В этом вопросе Тулагино-Кильдямский наслег стоит на особом месте, ведь на территории села находится тепличный комплекс «Саюри», который как раз и дает поступление в казну города. И вот сегодня в рамках своего отчета ИО главы Якутска посетил этот тепличный комплекс. Посмотрели, какими темпами сегодня идет новое строительство, как сегодня в операционной деятельности выглядит сбор урожая. Очень отрадно то, что сбор урожая растет. 617 тонн результат 2020 года. У нас высокий спрос на продукцию. Ну и главная цель достигнута того, что вот видят дальнейший рост, инвесторы готовы увеличивать мощности. У нас в Тулагино-Кильдямского наслега около 60 человек сегодня уже там работают. Ну и, соответственно, дальнейший рост тесно связан с развитием тулагино-кильдямцев. В Ленске торжественно закрыли год столетия дошкольного образования, который проходил в 2020 году. Десятки сотрудников детских садов в этот день получили награды различных уровней. К этой дате район подошел с хорошими итогами. В эксплуатацию ввели детский сад на 315 мест. Педагоги стали победителями республиканских и российских конкурсов. Слова благодарности и признательности в этот день прозвучали от районных и городских властей. Состоялось вручение нагрудных знаков, почетных грамот и благодарственных писем. Мне очень отрадно сегодня говорить о системе дошкольного образования Ленского района, потому что оно идет в ногу с республикой и, конечно, с Россией. Мы гордимся этим, гордимся своими коллегами и говорим им огромное педагогическое спасибо за их труд, за их самоотверженный труд, за то, что они столько времени и внимания отдают нашим детям. 32 года назад, 15 февраля, из Афганистана были выведены советские войска. Эта дата считается завершением афганского конфликта. Порядка 15 тысяч человек – такова официальная цифра потерь советской армии в той войне. В Алдане жители города воздали честь вернувшимся домой и почтили память павших воинов. Сюжет Татьяны Вахниной. Печальной благодарностью героям Афганистана за героизм и самоотверженность пронизаны речи выступающих. 15 февраля официально считается датой завершения афганского конфликта. 32 года назад в этот день из Афганистана были выведены советские войска. Памятной дате был посвящен торжественный митинг. Бойцы юнармии, сотрудники военкомата и представители власти города почтили память павших воинов и воздали честь вернувшимся домой. Я был водителем. Приходилось ездить через весь Афганистан, как Газни, Кабул, Джалалабад, Баграми был, потом много раз Хайратон ездили через Саланг. Вот работа обыкновенная. Суровый Афганистан выпал на долю парней 70-х-80-х. Из Алданского района на ту войну ушли десятки ребят. Домой возвратились не все. Порядка 15 тысяч человек – такова официальная цифра потерь советской армии в той войне. Впрочем, споры о реальном количестве погибших и пропавших без вести ведутся и сегодня. К подножию памятника в знак почтения и скорби алданцы возложили живые цветы. У нас, получается, все ветераны, включая афганцев, кто воевал на Северном Кавказе, там, в тех же, допустим, в Вьетнаме у нас тоже есть представители, в Сирии кто воевал, объединены в одну организацию «Боевое братство». И как бы все, что вот возможно на уровне общественной организации, естественно, на уровне военного комиссариата, максимально делается не только им, но и членам семьи погибших. К сожалению, у нас есть и погибших. Ребятам, вернувшимся домой, было очень тяжело реабилитироваться к прежнему укладу. Они по-прежнему оставались один на один с прожитыми и пройденными ужасами войны. Для многих мир стал непривычным. Да, первые 3 года было сложновато. Снилась война.
каждую ночь. Потом нормально адаптировались. Выполнить приказ командира и сохранить воинскую честь, помочь выжить товарищам и не погибнуть самому. Героические подвиги наших воинов не забыты. Звание героя достоин каждый солдат. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Мероприятия, посвященные памятной дате, прошли в Ниренгринском районе. Участники боевых действий, представители власти, студенты и школьники вспомнили военнослужащих, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом. Рассказывает Екатерина Павлова. В Музее истории освоения Южной Якутии сегодня открыта экспозиция, посвященная 32-й годовщине вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Оружие и военная форма, личные вещи, наградные документы тех, кто в годы войны стоял насмерть в горах Афганистана. Фотографии, письма – все из личных фондов ниренгринцев. Примеров подвига людей это в то время было огромное количество. Я очень надеюсь, хотя для меня немножко страшновато, если вдруг не дай бог что-то случится, что наша молодежь пойдет по нашим стопам и сделает то же самое, что сделали ваши прадеды, наши деды и то, что сделали мы для своей страны. Это самое главное. Воины-интернационалисты, отдававшие свой долг за пределами нашей страны, приняли однажды эстафету от своих дедов и прадедов, защищавших границы Родины в годы Великой Отечественной. Потому преемственность поколений русских воинов не может и не должна обрываться. Мы проводим постоянно уроки мужества в школах, интернатах, со студентами, в детсадах для патриотического воспитания молодежи. То есть, чтобы молодежь не утратила историю наших вооруженных сил и продолжала служить и быть достойными своих дедов и отцов. Это важнейший момент, который мы должны помнить и знать, и продолжать его. Я уже вот вижу, дети сидят, задают вопросы, им интересно. У них искринка в глазах уже светится будущего защитника Отечества. То есть вот это и есть готово. Вот для чего это делаем, вот для чего мы продолжаем историю. В годовщину вывода советских войск из Афганистана ниренгринцы также по традиции встретились на митинге у памятника погибшим воинам-интернационалистам и снова вспомнили военные конфликты, оставившие неизгладимый след в их сердцах. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. 15 февраля – Международный день операционной медицинской сестры. В педиатрическом центре Республиканской больницы номер 1 в Якутске побывала наш корреспондент Екатерина Винокурова. Своевременно подготовленный поданный инструмент хирургу, умение оказать неотложную помощь пациенту, знание хода операции и действий врача, просчитывая на несколько шагов вперед – все это ежедневный труд операционной медицинской сестры. Здесь надо быть настолько внимательным, настолько сосредоточенным, да, иметь не только какие-то теоретические знания. Это, вот знаете, душа операционной. Она в ее поле зрения входит не только вот это вот стоять и чисто свою работу делать. То есть она должна созерцать все вокруг себя, видеть все и всех в поле своего зрения, потому что до мелочей. Уровень квалификации этих специалистов, и это признается во всем мире, относится к высшей категории сестринского персонала, потому что во время операции жизнь и комфорт пациента находится в их руках. Требования к операционным сестрам в связи с модернизацией и усовершенствованием медицинского оборудования, конечно, требования стали у них очень высокие со стороны работы, отношения к оборудованию, так как непосредственно не только участие операционной сестры в ежедневной операции, в плановой экстренной, это на них еще очень большая ответственность, это за сохранность высокотехнологичного, дорогостоящего оборудования. На сегодня в Национальном центре медицины Республиканской больницы номер 1 работает 3 крупных операционных отделения, в которых насчитывается более 60 операционных сестер, оказывающих высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь. Это наше отделение сердца, как говорится, детской хирургии, где проводятся все операции пациентам, начиная от 0 и до 18 лет. Здесь трудится
очень высококвалифицированный коллектив операционных сестер, младшего медицинского персонала, где проводятся высокотехнологичные операции. У нас здесь 5 плановых операций, да, 5 плановых операционных и плюс еще экстренная операционная, где проводятся все экстренные операции. Микроинструменты, которые используются в основном для маленьких детей, для новорожденных, и мы их обрабатываем, ЦСО. Ну, то есть они требуют более тщательной обработки и аккуратной обработки. Мы их сдаем в определенных емкостях, чтобы они не испортились, зажимы не загибались, кончики, все было целое. Каждый раз перед операцией мы все проверяем, дабы ничего внутри у нас не сломалось, потому что это тоже трудность в поиске их. В связи с внедрением технологий операционные сестры наряду с хирургами совершенствуют свои знания и умения. Работа с новым оборудованием и инструментарием накладывает дополнительные требования к функциям данных специалистов. В последнее время, последний год, у нас внедрилось очень много новшеств, новых операций высокотехнологичных, к которым мы готовимся вместе со своими врачами заранее, все обсуждаем, дополнительную литературу читаем, готовимся. Операции могут длиться от нескольких секунд, минут до, наверное, суток. По-разному бывает. Должность операционной сестры всегда считалась вершиной профессионализма профессии, так как выполнение этой работы предполагает высокую ответственность перед пациентом. Хочется в связи с этим поздравить наших медсестер с их профессиональным праздником. Еще раз хочется поблагодарить их за их труд ежедневный, то, что хирург сегодня не представляется возможным работа операции без них, без их участия. В рамках зимней школы франко-российского образовательно-культурного научного проекта с 15 по 19 февраля пройдет воркшоп «В поисках холода». Мероприятие объединяет творческих студентов Арктического государственного института искусств и культуры в Якутске, Высшего института прикладного искусства в Рене и СВФУ, куда вошли художники, журналисты, графики, дизайнеры, фольклористы и другие. Основная цель семинара – встреча якутских и французских студентов, а также открытие педагогических методов, связанных с художественным образованием, практикуемых в данных учебных заведениях. Ребята должны создать книги в разных техниках – лепка, шитье, фотография, видеомаппинг. Пройдет серия мастер-классов, которые будут даны как преподавателями из Якутии, так же, как и преподавателями из ЛИЗАА, это из нашего университета-партнера. И в ходе экспедиции, а мы так назвали наши мероприятия, да, в ходе нескольких экспедиций студенты они должны для себя открыть, что такое холод, какова его польза. И для нас это очень важно, потому что с какого-то момента брендом Якутии является холод. В московском метро запустили ролик о якутском кинематографе. Он посвящен выпуску специального номера журнала «Искусство кино», который полностью состоит из материалов о фильмах и режиссерах из нашей республики. Каждый пассажир столичной подземки сможет узнать о том, как зарождалась индустрия кинематографа в Якутии, какие картины пользуются большим успехом и каких международных и российских побед уже добились картины, снятые на якутском языке. Мы сделали множество проектов, связанных с якутским кино. Один из самых крупных и важных для нас, конечно, специальный номер, посвященный якутскому кинематографу, который выйдет уже в середине февраля, и можно будет его купить на нашем сайте с доставкой онлайн, в том числе и в Якутию. Этот номер посвящен якутскому кино мыслями не только ведущих российских кинокритиков, но также профессионалов из Якутии. И вместе они составили такой альманах, путешествующий в историю якутского кино, в его становление и в нынешнее состояние. Сын шестикратного победителя игр Дыгына Николая Дьяконова выиграл Кубок чемпиона по многоборью. 20-летний Вячеслав Дьяконов показал превосходные для своего юного возраста результаты в турнире при высочайшей конкуренции. Он стал 5-м в прыжках, 1-м в якутской вертушке, 14-м в масс-рестлинге, 9-м в стрельбе из лука, 3-м в беге, 8-м в капсагае,
5-м в перетаскивании камня. Именно последний вид стал решающим. У Вячеслава Дьяконова было 40 очков, и он шел вторым, уступая Леониду Филиппову 4 очка. В заключительном этапе он занял 5-е место, пройдя 173 метра. А Леонид Филиппов прошел 110 метров, став 12-м. Таким образом, Вячеслав Дьяконов стал обладателем Кубка чемпионов. Впереди летние игры Дыгына. Наступившая рабочая неделя станет самой длинной в году. Как напомнили в Роструде, работать предстоит 6 дней с 15 по 20 февраля. Последний день будет сокращенным. Зато потом будет 3 выходных с 21 по 23 февраля включительно, а уже следующая рабочая неделя станет всего 3-дневной. Работать предстоит 24, 25, 26 февраля, а следующие длинные выходные ждут россиян в марте. Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на телеканале Якутия-24. Будьте всегда в курсе.